Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода. Здравствуйте. В среду президент Владимир Путин внес в Государственную Думу закон о создании Национальной гвардии на базе внутренних войск МВД России. Эти и другие перемены в силовых структурах мы сегодня обсудим с нашими гостями. Валерием Васильевичем Борщевым. Добрый вечер, Валерий Васильевич. Добрый вечер. И Асмик Новиковой. Добрый вечер, Асмик. Здравствуйте. Валерий Васильевич, чем вы объясняете такую перетряску мощную всех силовых структур России? Ну, это очень интересный и серьезный процесс, и его надо действительно внимательно проанализировать. Ну, что касается Ивановой службы по наркотикам, это понятно, поскольку это абсолютно была недееспособная структура, абсолютно недееспособный руководитель. Я хорошо его помню, как в 2000 году он уничтожал нашу комиссию по помилованию, ему было поручено это благородное дело. Вот даже это дело он выполнял весьма-весьма посредственно. Вот. Так что тут все понятно. Что касается Рамадановской, это действительно вызывает вопрос, потому что структура была эффективная. И он очень много сделал, не только, сказать, с точки зрения визовой практики, но и, в общем-то, относительно проблем миграции. То есть это было, более того, они взаимодействовали с правозащитниками. Вот, Светлана Ганушкина, в общем-то, с ним контактировала весьма активно. И то, что он не был на встрече, боюсь, что это означает то, что у него нет будущего в МВД, нет возможности продолжать и руководить этим направлением, и это какие-то уже внутренние их, такие сказать, сложности. Но это, в конце концов, меркнет, все эти проблемы перед созданием Национальной гвардии. Вот это, конечно, всех нас буквально огорошило. С одной стороны, вроде ничего особенного. Потому что все эти функции, которые обозначены в Национальной гвардии, спокойно выполнял ОМОН, спокойно выполнял СОБР, спокойно выполняла ФСБ. То есть качественно вроде ничего нового не предлагается. Единственное, что новое, что это действительно отдельная структура, так сказать, сжатая в кулак, такая концентрированная, численность которой, говорят, может быть дойти до 400 тысяч. Это очень солидная цифра. И что это не просто внутренние войска, не просто ОМОН, не просто СОБР, а это вот такая мощная структура на уровне министерства. И вот это заставляет задуматься, какие же планы. Ну, то, что приходит на ум всем, сразу понятно, что это тревожное состояние власти перед тем, что ситуация экономически ухудшается, протестное движение, в общем-то, уже понемногу начинается не только на Болотной площади. Мы вот буквально сегодня читали, как в Волонецке там жители стали бунтовать, у них пенсия 12 тысяч, а ЖКХ надо платить 10 тысяч. Не задают, естественно, вопрос, как же можно жить на 2000? Боюсь, что такие вопросы будут задавать все чаще и чаще. Думаю, что не только я предполагаю такое будущее. Это, вот. Поэтому понятно, что Нацгвардия – это подготовка ожидаемых протестных акций и каким-то образом противостоять этим протестным акциям. Спасибо. Асмик, вы как думаете, эта подготовка может быть к выборам какие-то на дальних подступах к сентябрю? Может быть. Вот я вчера тоже по этому поводу беседовала с разными людьми, и вчера была одна история, сегодня уже немножко другая, просто потому что мы имели возможность почитать проект закона о этой Национальной гвардии. Вот. И посмотрев туда, у меня, конечно, еще больше вопросов возникло, но надо сказать, что мне не кажется, что создание этой структуры, оно неизбежно приведет к производству увеличенного насилия со стороны государства. Я это скажу сразу, потому что пока что мне кажется, что одна из основных причин – это
необходимость развести 2 генералов, это Колокольцев и Золотов. И мы могли наблюдать, как несколько раз, в общем-то, положение Колокольцева становилось уязвимым, и говорилось о том, что министром МВД будет Золотов. Но, тем не менее, действующий министр МВД, он удержал свои позиции, с моей точки зрения, и сохранил свой пост. А Золотову все-таки, учитывая абсолютно стремительный рост его карьеры, надо было, видимо, все-таки предложить какой-то очень большой пряник. Ну, то есть, если посмотреть на законопроект, то там нет ничего, что я бы прочитала впервые. То есть примерно как закон о полиции. Да? Просто там часть полномочий фактически продублирована. И когда смотришь приложение, где перечислены акты нормативные, где будут вноситься те или иные изменения, или которые будут отменяться, то там затрагивается и закон о полиции, и закон, там, я не знаю, о чрезвычайном положении и так далее. И непонятно, в какой части они будут изменяться, непонятно, что это будут за коррективы. То есть мы в начале большого пути, и я не знаю на самом деле, во что это превратится. Сейчас пока что, по сути, на базе внутренних войск МВД создается Национальная гвардия. А вот зачем туда отдали ОМОН и зачем отдали СОБР, ну, мне кажется, странным. И в том числе функции, как это было озвучено президентом, по расследованию оргпреступности. Получается, что МВД сейчас оголили, все боевые части подразделения у них забрали, то есть МВД превращается в такую демилитаризованную структуру. Посмотрим, сколько она продержится в таком качестве. И в этой связи вот возврат под крыло МВД ведомств, которые когда-то были как раз в МВД, потом в процессе реформы выделялись самостоятельно, сейчас возвращаются, мне кажется, что это просто, чтобы МВД, вообще говоря, ну не просто каким-то таким огрызком был, а все-таки какое-то ведомство из себя представляло. Да, давайте послушаем, как сам президент объяснил силовикам цель этой реорганизации. Уважаемые коллеги, вы знаете, что мы активно обсуждали вопросы, связанные с совершенствованием работы правоохранительных органов и силовой их составляющей, и рассуждали, думали на тему о том, как нам улучшить работу по всем направлениям, в том числе это связано с борьбой с терроризмом, с организованной преступностью, с незаконным оборотом наркотиков. В этой связи звучало много соображений, мнений. Мы активно обсуждали это и на уровне Совета Безопасности, в том числе и совсем недавно. Решения приняты, мы создаем новый федеральный орган исполнительной власти на базе внутренних войск МВД, создаем Национальную гвардию, которая будет заниматься борьбой с терроризмом, борьбой с организованной преступностью, в тесном контакте с Министерством внутренних дел продолжит исполнять те функции, которые исполняли подразделения ОМОНа, СОБРа и так далее. Мы зафиксируем это, как мы и обсуждали это с министром внутренних дел, не только в указе, но и в будущем федеральном законе, с тем, чтобы не было никакого разнобоя, с тем, чтобы все работало четко и слаженно. Очень рассчитываю на то, что войска Национальной гвардии будут также эффективно выполнять свои задачи, как это было до сих пор, и усилят свою работу на тех направлениях, которые считаются приоритетными. Что касается борьбы с организованной преступностью в сфере незаконного оборота наркотиков, то, как мы и говорили, одно из предложений мы реализуем. Мы ФСКН переводим в систему Министерства внутренних дел. Тоже обсуждали это с министром. Исхожу из того, что вся эта структура будет работать самодостаточно, самостоятельно, но в рамках Министерства внутренних дел. То же самое касается иммиграционной службы. Есть вопросы, связанные с трудовыми отношениями, особенно иностранцев. Ясно, что это чисто гражданская сфера. Этот вопрос обсуждался с председателем правительства вместе с Министерством внутренних дел, самой иммиграционной службы. Отработаем это в деталях, так же, как и в случае с наркоконтролем и с
войсками Национальной гвардии, не должно быть никаких сбоев в работе. Давайте пообсуждаем это более конкретно. И если будут в ходе сегодняшней нашей этой встречи какие-то замечания, готов буду учесть в соответствующих документах, в указах президента. У нас на прямой связи Лев Левинсон, правозащитник, сотрудник Института прав человека. Лев Семенович, добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, почему вы считаете, что ФСКН была вообще бессмысленной и даже вредной структурой? Изначально было ошибкой создавать специальное полицейское ведомство узкой такой направленности. Потому что, будучи еще таким весомым, с сетью своих органов до уровня района, ФСКН была больше всего беспокойна поддержанием своего собственного существования на протяжении всего этого времени. Ну, представьте себе, если бы сейчас создали такую службу, 40 тысяч сотрудников по борьбе с педофилией. У нас педофилов стало бы больше раз в 1000, наверное. Потому что нужно было обеспечить работой соответствующее ведомство. Тем более безобразными последствиями стала та система, которая получилась, то есть конкуренция между несколькими ведомствами, потому что помимо ФСКН, МВД по-прежнему все эти годы занималась борьбой с наркотиками. И здесь кто кого переплюнет. И один наркоман, грубо говоря, 2 генералов кормил, потому что ФСКН это был некий такой раковый корпус, который жил по собственным законам. Ну, а то, что проблема зачастую демонизировалась, народ кошмарили и строили все на дезинформации, и тут много этому примеров. И, конечно, можно всячески приветствовать упразднение, потому что МВД все-таки не только занята наркотиками, а теперь не президент будет отвечать за ФСКН, потому что она находилась в прямом подчинении президенту, а министр внутренних дел. Соответственно, министр внутренних дел, при всей той самостоятельности, о которой говорил президент, министр внутренних дел будет требовать уже каких-то реальных результатов и меньше будет возможности для различных безобразий. Спасибо, да, Лев Семенович. Давайте мы сейчас Валерий Васильевич послушаем. Валерий Васильевич, это что, паспортные столы опять возвращаются в милицию? Это как вам? Я думаю, это ни к чему хорошему не приведет, потому что то, что ФМС была такой службой гражданской, несмотря на то, что его возглавлял человек из Комитета госбезопасности, тем не менее стиль работы, в общем-то, был такой гражданской структурой. И паспортные столы, и миграционные проблемы решались, в общем-то, в ином стиле, чем это полагается военизированной структуре. Мы помним, как это было при МВД, как это было в те времена, и там совершенно другой стиль. Боюсь, что это, в общем-то, приведет к большему напряжению. Но что касается паспортных столов, может быть, они считают, что там механизм отработан. Вот. Хотя не знаю, не могу быть уверенным, что здесь будет менее проблемно. А вот что касается миграции, вопросов миграционной службы, думаю, что мы должны ждать немало конфликтных ситуаций. Вы как считаете, вот это, кстати, Игорь Борисович Чубайс? Да, я узнаю его. Как вы считаете, для чего вот возвращают опять паспортизацию в ведомство внутренних дел? Ну, я вот вначале сказала, мне кажется, что это делается для того, чтобы все-таки МВД представляло из себя какое-то ведомство, в общем, серьезное, потому что если посмотреть на проект закона, и рамочный закон про Национальную гвардию, чем он должен заниматься, то возникает вопрос, а чем будет заниматься МВД тогда? Вот. Потому что в том числе Национальная гвардия может и задерживать за административные правонарушения, понимаете? То есть
Тогда получается, как они расходятся с МВД. Вот. Поэтому, чтобы все-таки МВД себя представляло ведомство, я думаю, что им возвращают. Вполне возможно, что действительно идут по такой универсальной схеме реформирования МВД, как это было уже во многих странах, когда МВД – это такая зонтичная структура, такой зонтик, под которым работают автономные службы. И мне кажется, то есть я такой, скажем, положительный сценарий, да, предложу. Мы все равно здесь немножко занимаемся таким прогнозированием сложным, да, что если хватит ума, ну, должно хватить, то вот ФМС с теми стандартами работы, которые у них сложились, профессиональными стандартами, хотя бы в части обслуживания населения, просто вот войдет под зонтик МВД. И человек, который будет возглавлять, видимо, Егорова, эту службу, будет просто подчиняться Колокольцеву. Но при этом быть с выделенной абсолютно линейкой системы управления внутри этой службы под МВД. То есть я не думаю, что качество работы изменится, что вообще вернутся паспортные столы. Это, наверное, так и будет называться, как сейчас. И будут они работать по тому же уже алгоритму, который есть. Это такой положительный сценарий. А когда ФМС у нас занималась антимиграционными вещами, да, вот всеми этими рейдами тоже, они действовали совместно с МВД всегда. И тут, в общем, мы тоже ничего нового не увидим. И еще одно замечание. Вот у нас и СОБР, и ОМОН, ключевые подразделения, они теперь выведены из МВД. То есть это уже не военизированная структура, Валерий Васильевич. Пока что, по крайней мере. Пока у них там, может быть, со временем они еще создадут внутри себя. Гвардия, как бы военизированная. Нет, ну мы тут как раз дискутировали с Романом Хабаровым. Ну, то есть у нас, нам интересно посмотреть, вот как долго МВД просуществует без своего спецподразделения, типа СОБР либо ОМОНа. Пока что МВД у нас сейчас превратилось вполне себе в такое демилитаризованное ведомство, которое должно, видимость, будет обращаться в Нацгвардию за силовым сопровождением, когда им нужно будет, допустим, заниматься решением своих задач. Ну, с Нацгвардией вообще здесь очень много непонятного, очень много непонятного. Мы в начале большого пути, да, там просто куча законов должно еще применить. И думаю, что непонятно и самим создателям, потому что, в принципе, у них же, в общем-то, нет многих полномочий, которые бы они должны были иметь. Они не такая, сказать, служба, которая, ну, она раньше руководилась министром внутренних дел, они как бы не имели самостоятельные, а теперь, когда их выделили, полномочия прописаны в проекте закона. Да, вот тут. И общие, и специальные, да, то есть там все есть. Оружие. И там даже есть такая оговорочка, что для Нацгвардии будут выделять административные составы, которые к ним будут относиться. Интересно посмотреть, что это будет. Они же не могут арестовывать. Могут, по проекту закона, вот, который предлагается, могут арестовывать у нас суд. Ну, то есть задерживать они могут. Там написано, они могут задерживать. Более того, даже в итоге, ну там настолько юридически, скажем так, техника юридическая, как вот у нас в последнее время все проекты пишутся, настолько, в общем, неряшливая, что там, конечно, просто на уровне текста возникает вопрос. Не знаю, но задерживать они могут, судя по проекту закона. Нет, задерживать они могут, вот, ну, как и задерживал ОМОН, это все понятно, но тех полномочий, какой, в общем-то, имел там сотрудник МВД, в общем-то, ну, например, там проводить обыски. В проекте закона им этого разрешается делать вправе. И все это с отсылками на УПК. То есть к ним просто... Не знаю, у меня, честно говоря, сложилось такое смутное впечатление. Вообще эта структура, по-моему, только в самом зачатке. Она действительно, как я предполагаю, ей предстоит развитие. И развитие не в лучшую сторону, как я думаю. И поэтому, например, «Молодежное яблоко» 8 апреля собирается устраивать пикет по поводу этой организации. И думаю, их тревога понятна.
потому что очень много неясного. Нет, всем страшно немножко, конечно, но если мы пока вообще ничего не знаем, речь идет о проекте закона, еще никакого даже первого чтения не было. Но что такое проект закона? Вы прекрасно знаете, Валерий Васильевич, это уже некая концепция заявленная. У них есть все эти полномочия, они и досматривать могут, и там даже написано, как они должны составлять протоколы, что они должны делать с задержанным. Не указывается, кстати говоря, время, в течение которого они должны задержанного передать в ближайшее отделение полиции, хотя должны по этому проекту закона. Мы еще не знаем, что там в итоге будет. Но полномочия им вручают те же самые, что они сейчас имеют, как полицейские, если они пока еще аттестованные сотрудники органов внутренних дел. Вот. Дальше, когда они все перейдут в Нацгвардию, они станут военными. Они все будут военными уже именоваться. Но полномочия им вручают ровно те же самые. И что касается, там, допустим, вещей, которые вызывают всегда испуг у всех по поводу применения огнестрельного оружия, то, по крайней мере, в проекте закона стоит оговорочка, что запрещено применять огнестрельное оружие при скоплении граждан. Вот эта оговорка там стоит. А вот какое их взаимодействие с ФСБ? Ведь, в общем-то, это самый большой вопрос. Они вторгаются в сферу действия именно этой структуры. Но дело все в том, что МВД тоже вторгалось всегда, потому что антиэкстремистские вещи, антитеррористические вещи... МВД держали на расстоянии, на дистанции. Но, тем не менее, основную земляную работу делали МВД, потому что там просто больше оперативников, чем ФСБ. Вот. И здесь примерно то же самое. Это самый интересный вопрос. И еще вопрос. А следствие, как будет делиться, а оперативно-розыскная деятельность. Мы этого ничего не знаем, и вот это самое интересное. Что будет следующим шагом? Поделят следственные составы, либо и следствие все целиком заберут у МВД, отдадут Следственному комитету? Или куда? Это непонятно. Ну, такие разговоры были. Такие разговоры давно идут, так же, как и о создании Нацгвардии, говорится, ну, сейчас уже кто только не вспоминал это. И в начале 2000-х, и в 91-м был подписан Ельциным документ по поводу создания Нацгвардии. То есть это тоже долгие, давние разговоры. И всегда говорилось, что это будет сделано на базе внутренних войск. И сейчас понятно, что основа этой гвардии тоже будут внутренние войска. И в проекте закона написано, что рекрутировать туда народ будут и по призыву, и по контракту. Ну, то есть впереди очень много интересного. Да, давайте Льву Левинсону предоставим слово. Как вы считаете, Лев Семенович, вот, могут ли теперь уже сотрудники МВД вот так же злоупотреблять своими обязанностями, как злоупотребляли сотрудники ФСКН? Ну, конечно, идеальной ситуации не станет. И до создания контроля злоупотребляли, и во время его существования будут, к сожалению, такие постоянно возникают ситуации. Но давление на общество будет, полицейское давление, необоснованное, что очень важно, будет, я думаю, намного меньше. И такие сюжеты, очень неприятные, которые случались благодаря ФСКМ, вот я приведу пример с так называемыми спайсами, карантинной смеси. Была раздута большая истерика, ну, действительно, вещества опасные, надо их включать в перечень наркотиков. И специфика в том, что возникали постоянно новые модификации, это синтетические наркотики. И этих модификаций не было непосредственно в списке наркотиков, не успевали их сразу же включать. Но потихоньку включали все новые и новые формулы. ФСКН это недолго смущало. Они придумали такое понятие производные, и все модификации этой синтетики шли спокойно в суть по тем же антинаркотическим статьям с очень жесткими сроками. В результате получилось, что в колониях у нас за приобретение вот этих спайсов сидит больше людей, чем за все остальные преступления практически связанные с наркотиками. Это очень распространенное вещество. И при этом руководство ФСКН заявляло, что у нас связаны руки. Мы не можем ничего поделать с этими легальными спайсами. Люди читали в интернете, слушали вот слова Виктора Иванова, что есть какие-то легальные спайсы, что что-то запрещено, а это легал. И на каждом углу, в каждой подворотне, чуть ли не в киосках продавались эти якобы легальные смеси.
брали голыми руками потребителей, тех, кто покупал один пакетик, а 0,5 полграмма уже считалось, была такая шкала совершенно неправдоподобная, установлена. И сейчас все это продолжается. Пока полграмма — это крупный размер. Спасибо, да. Хранение без сбыта. Валерий Васильевич, насколько вот велико население тюрем, которых посадили вот по этим наркотическим По статьям? 228 Да. очень велико. Вот, ну, знаете, входишь в СИЗО, вот, ну, в Москве СИЗО, и прям, что не камера, то так и звучит. 228-я, 228-я в колониях. Мне кажется, что уже поняли, что идет настолько явный перебор с этой категорией, потому что это вообще дико. Когда входишь, я помню, одна мать села вместо девушки, чтобы ее спасти, она там выдала, что якобы она там наркотики доставала, а не дочь. То есть шло такое обвальное компания. Да. Да. Газонокосилка такая. Да, просто косилка. Да. И это просто говорит о непрофессионализме этой структуры. Нет, о том, что она действительно работала на самолегитимацию, да, что вот и надо демонстрировать эффективность. Вот, значит, хотя этими составами в том числе и МВД занимались, ну, полиция. У нас на прямой связи Александр Рыклин, главный редактор ежедневного журнала. Александр, как вы считаете, в чем замысел вот этой перетряски силовых структур, затеянной президентом? Вам слово. Добрый день. Прежде всего, мне кажется, что замысел-то совершенно на поверхности. Он абсолютно очевиден. Путин окружает себя 100% лояльными силовиками. Уже, видимо, ближний круг, то, что принято называть ближним кругом, не годится. Уже нужны совсем близкие. Просто последние. Я, кстати, не удивился бы, если бы, например, Национальной гвардии поставили командовать виолончелиста Ралдугина. Тоже могло такое случиться. Но пока остановились на Зотове. Тоже не последний человек. Много лет командовал личной охраной президента. Лицо доверенное. Вот доверенность тут, доверие, мне кажется, ключевое слово во всей этой истории. Понятно, что новая структура и все перетрубации потребуют финансовых средств. Понятно, что денег нет. Ну, отсюда они упраздняют и миграционную службу, и службу по контролю за наркотиками. Это более-менее все очевидно. Другое дело, мне кажется, очень важно, вот все эти национальные гвардейцы, и бойцы, и рядовые, и офицеры должны ясно осознавать, вот если им придется сталкиваться с мирными демонстрациями, а в Кремле это будут называть массовыми беспорядками, вот эти бойцы и все эти гвардейцы должны ясно понимать, они будут биться за деньги Путина. Не за родину, не за национальную идею. Они будут биться за деньги Путина. Вот это каждый из них должен осознать. Он готов на такие жертвы. Ну, это его выбор. Вот, собственно, и все. Очень простая история. Да, вы согласны, Асмик? Ну, понимаете, отрицать то, что Национальная гвардия будет применяться для подавления массовых беспорядков, было бы глупо, конечно, тем более, что это было прямо сказано авторами этой идеи, в том числе президентом Песковым, да. Вот, конечно, такое возможно, тем более, что, как любое государство, наше тоже государство и наши власти, они стремятся управлять рисками. Другой вопрос, что они считают рисками и какие риски они воображают, и что они будут считать поводом для вмешательства. Я опять сошлюсь на этот проект закона. Там есть очень хорошая фраза, говорящая о том, что, вообще говоря, все это затевается для повышения эффективности государственного управления. Так вот, да, если что-то будет сочтено как угрозы и риски, то, конечно, Национальная гвардия будет применяться, а дальше, я повторю, я пока не вижу
поводов для страхов больших, потому что если нашим властям надо применить силу и разогнать что-то, они это делали и так. Вот кадры, мы это все видим. И здесь будет то же самое. То есть ничего в смысле вот реакции на мирные собрания нового не будет. Как было плохо, так и будет плохо. Асленька, это не совсем так. Вот тут я хотел с вами поспорить. Да, поспорим. Поспорим. Я говорю о том, что никто не мешал использовать ОМОН и другие подразделения для разгона акций. И до того, как была создана эта Национальная гвардия. В этом смысле мы ничего нового не получим. А дальше будет интересно посмотреть, как это будет использоваться в регионах. Проект закона засекречивает дислокацию всех частей. И об этом нельзя говорить. Соответственно, я думаю, что если в регионах будут какие-то действительно серьезные вещи, связанные в том числе с региональными элитами, то вот здесь как раз и пригодится эта Национальная гвардия. Вот это сюжет, за которым, я думаю, имеет смысл следить. Да. Я что хотел... Знаете, я был на процессах по болотному делу, на многих делах. Наш фонд вел, да, защищал. Это я знаю. Да. Вот. Мы там встречались. Так вот, что интересно? Интересно, что там были совершенно очевидные проколы. Потому что неоднократно выступали ОМОНовцы и говорили: нет, этот не сопротивлялся, он не оказывал сопротивления, я его не помню. Судья говорит: ну как же вы не помните? Ну он же вот показывает фотографии, сейчас я забыл фамилию, там стоит Олег Орлов, где-то и Ян Рачинский, вот, и этот обвиняемый недалеко от них. То есть расстояние между ОМОНовцами там, ну, метров 10 уж наверняка. Не видно, чтобы он бил этих ОМОНовцев. ОМОНовец не подтверждает, что этот человек бил. Дело как бы, в общем-то, разваливается. То есть, в принципе, болотное дело было с точки зрения, так сказать, юриспруденции, жалко выглядело. Да, жалко, да. Просто жалко. И не только потому, что оно было так спущено, и судья его плохо вел, но просто и потому, что еще и сами ОМОНовцы, в общем, когда приходили, там были четко отработанные, дрессированные типажи, которые, в общем-то, у которых от зубов отскакивало все, что угодно. Были такие, они, собственно, но были и те, кто, в общем-то, как-то смазывал картину, благополучную картину. То есть, ну, как вот приведенный пример. Понимаете? Поэтому, создавая эту структуру, они, видимо, будут хорошо работать с кадрами, чтобы вот таких проколов, а я считаю, на болотном деле они прокололись, просто прокололись, там очень многие эпизоды, очень многие дела не были доказаны, и это было совершенно очевидно, кто там присутствовал. Они хотят, видимо, поработать с этой Национальной гвардией достаточно серьезно. Тогда будет, наверное, как-то отбор проведен более, так сказать, требовательный, будет проведена с ней соответствующая работа, поэтому мне кажется, что эта структура будет отличаться и от ОМОНа, и от СОБРа, и, увы, не в лучшую сторону правоприменения. Александр, как вы считаете, вот, постарается ли Кремль вот, исправить эти упущения, которые выявились на процессе по болотному делу вот, при создании Нацгвардии? Вам слово, Александр. Ну, наверное, действительно, в Кремле полагают, что вот сейчас они переоденут полицию в форму этой новой Национальной гвардии, дадут им чуть-чуть побольше зарплату, и эти ребята станут вести себя совершенно по-другому. Это иллюзия. Я думаю, что кремлевцы жестоко заблуждаются, потому что в какие-то ключевые моменты никто не будет за них умирать. Вот это тоже нужно ясно понимать. Плати им по 15, по 20, по 50 тысяч, умирать за них они не пойдут. Потому что где-то глубоко в этих людях уже даже сидит ясное понимание. Они украли наши деньги, за их деньги мы умирать не пойдем. Вот это совершенно четко нужно осознавать. Ну, я отчасти рад, что в Кремле питают иллюзии по этому поводу. Спасибо, Александр. Ну, я-то не уверен, что вот так
Понимаете, их же можно заинтересовать квартирами, вот как помните, этим давали. Ну, в проекте закона тоже про квартиры есть. Да, напомните. Ну, просто если, допустим, вот этот человек вот в этой воинской части, это так называется, да, эта воинская часть обслуживает, допустим, что-то связанное с перевозкой важных грузов, либо, например, ну, там дислокация вообще находится, и у него нет жилья, то, соответственно, оно ему предоставляется. А те, кто призывники Национальной гвардии, то они будут жить в общежитии. Но все то же самое. То есть там законопроект скомпилирован из имеющихся законов, которые касаются полиции, вооруженных сил. Вот. То есть я могу сказать следующее. Пока что создается нечто, что назвали Национальной гвардией на базе внутренних войск. Обучать их планируют на базе учебных центров МВД, потому что других у них пока нету. Они там собираются свои создавать, но пока это будет делаться в МВД. Просто они вот создали мощное силовое ведомство, аккумулирующее все оружие фактически у себя. И возглавлять это будет Золотов. По той же логике, как возглавляет Колокольцев. То есть он занимается управлением, а руководит этим Национальной гвардией президент. То же самое, как любой силовой блок. Вот. Ну, вы знаете, это что-то мне немного напоминает сталинские времена, когда Сталин разные ведомства, в общем, как бы сказать, их разделял. Стал клубами. Стал совершенно верно. Да, МГБ сделал, да. Да. Вот здесь что-то подобное. Ведь вот смотрите, вот эта самая Нацгвардия, она же многие будет функции ФСБ выполнять. Очень многие. Не только ФСБ. Да. Не только, но я подчеркиваю, то, что МВД, это как бы привычно, внутренние войска и так далее, в этом как бы есть логика. Но в принципе, ведь как-то всегда считалось, что борьба с терроризмом, это здесь главное, это у нас ФСБ. Теперь, как я понимаю, главным будет, в общем-то, Нацгвардия. В части реакции, в части проведения контртеррористических операций. Ну, это тоже вот важно. Следствие, вот понимаете, то, что я вначале у них сказала. оперативно-розыскной деятельности СОКи так не прописано. Вы говорите, там есть, нет. Вот а мы не знаем еще, как будет устроено, вот, это условно верно, говоря. мы еще не знаем. Но пока... Так это самый ключевой вопрос. У них будет ОРД или не будет ОРД? У них будут свои оперативники? Вот когда они говорят, мы будем заниматься борьбой с организованной преступностью, то есть раскрывать, расследовать будет МВД, а ехать на задержание будут они, а потом передавать в МВД, ну что это за абсурд? Совершенно я не понимаю. Вы правы. И вот это впереди, это самое интересное. Мы этого не знаем сейчас. Да, я так думаю, что это только начало развития этой структуры. Она будет модифицироваться и укрепляться. И здесь нас ждет немало сюрпризов. Вот. Ну а потом как-то вот, знаете, все-таки как-то параллель. Национальная гвардия у Кадырова, Национальная гвардия здесь. Вот что у них общего будет, как они, кто на кого будет влиять, кто у кого будет учиться, это тоже любопытно. Во всяком случае, эта структура лично у меня вызывает тревогу. Александру Рыклину, помните, был такой папаша Дювалье в Гаити, да? Помните, у него были Тантон Макуты и Тантон Мутоны, вот такие национальные гвардейцы. Александр, как по-вашему, это какой-то аналог российский вот этих структур? Можно проводить какие угодно аналогии. Главное, что, ну, во-первых, насколько я понял, я тоже читал документы сегодня с утра, у них будут собственные следственные органы, и они будут проводить расследование. А где? Где вы там это прочитали? Нет, оперативно-розыскной деятельности там нету. По-моему, я не ошибаюсь. Нет, там нет про следствие Нет. ничего. Административный состав у них есть, все. Да? Ну, Да, а следствие уголовное, я имею в виду, и ОРД там нету. Пока нету. Пока нету. Вот, Ну, понятно. да. Понятно. Задерживать они хорошо. могут, досматривать Понятно, они могут. Понятно, что у следаков появятся проблемы там с привлечением усиления, но это все детали. Можно сказать, другой век. Это все детали. Еще раз повторю, совершенно очевидно, что единственная функция у этой новой национальной гвардии репрессивная. Никаких других функций у нее нет и быть не может. И вся эта пертурбация затеяна только за тем, чтобы поставить во главе совершенно лояльного человека. Кому доверяешь, как себе. По всей видимости, они действительно боятся каких-то народных выступлений.
боятся со страшной силой. Потому что это выглядит совсем нарочито. Ну, можно было подождать буквально, ну, хотя бы месяц после обнародования этих чудовищных документов, а сейчас это выглядит совсем как-то позорно и стыдно. Просто позорно и стыдно. Вот нам показали все, что они воруют безбожно, а мы тут сейчас всем покажем, как мы будем решать эту проблему. Не как во всем мире, где инициируются расследования, а премьер-министр Исландии ушел в отставку, а мы просто будем пугать свой народ. Просто пугать его будем для начала. А потом будем разгонять. Если вдруг вы осмелитесь поднять голову и что-нибудь такое сказать, типа верните наши деньги, хватит воровать. Вот же зачем все это. Ну, вот, они об этом честно и говорят. Саш правильно ставит вопрос. Вот давайте посмотрим. Вот «Молодежное яблоко» 8-го будет проводить одиночное пикетирование у приемной президента против Нацгвардии. Посмотрим, как будут реагировать власти. Я предполагаю, что очень жестко. Я думаю, так же, как обычно. Ну, то есть это не значит, что хорошо. Не так, как обычно. Обычно иногда бывает дифференциация, ну, Асмек, это вы знаете, в зависимости от повестки дня. Вот. Нельзя сказать, что это... Но я думаю, что здесь боюсь, что представителям «Молодежного яблока» придется люди, очень которым жестко. надо будет чего-то пресекать в случае, если они решат пресекать, то они при этом прекрасно понимают, что за каждое применение, в частности, и в том числе спецсредств, им надо потом рапортовать. Это все очень отравляет жизнь действующим сотрудникам. Я все-таки думаю, что нужно понимать самый негативный сценарий, что это будет такое мобильное оперативное подразделение под единоначалием и централизованным управлением, которое прямо прописано в проекте закона, которое можно быстро перебрасывать куда нужно и которому вручены разные полномочия. Да, действительно, это репрессивная совершенно структура, это абсолютно понятно по ее задачам. Вот, да, может быть такое. И что они будут понимать массовыми беспорядками, тоже большой вопрос. Либо есть сценарий такой относительно спокойный, что МВД все-таки у нас скорее будет дальше демилитаризироваться, что, может быть, у нас возникнет шанс, что у нас появится профессиональная полиция, как тоже самостоятельная структура под зонтиком МВД, которой сейчас нет, у нас она где-то спрятана внутри МВД, органов внутренних дел. И вот они взяли, и вот эти вот внутренние войска, какой-то вот анахронизм, они оттуда вытащили. Вы правильно ставите вопрос. Они все-таки взяли внутренние войска, они реформирование структуры полицейской. Это очень важно. Но с моей точки зрения, реформа МВД, она вяло текущая, она очень идет и не прерывалась. В общем, они... Нет, но я имею в виду акцент поставлен вот именно на репрессивную структуру, хотя... Они вытащили из-под МВД, на ее базе создали новую структуру. И именно ей главное внимание, а отнюдь не полиции. Давайте Льву Левинсону вернем слово. Лев, как вы считаете, вот эту федеральную службу по наркотикам просто в качестве компенсации МВД вернули за те ее потери, которые она понесет при этой реформе, как вы считаете, Лев? Да, конечно, с аппаратной точки зрения это так. Но для граждан, для простых людей, для общества это безусловное благо. Потому что вот того безобразия, которое творилось в наркополиции, все-таки уже не будет. Это не значит, что не будут хватать молодых людей, там, фабриковать дела, но ставить задачу увеличения численности этой категории, я думаю, МВД не будет. А у нас в контроле как получалось? Посмотреть на всю их историю за 10 с лишним лет. Сначала у них 5,9 миллионов наркоманов, откуда они взяли, непонятно. Потом получили колоссальные деньги на целевую программу, чтобы сократить их на 16%, почему-то только на 16%, именно на 16%. И в 2015 году заявляется 8 миллионов стало. То у них 5,9, то 8 миллионов, то потом 2 миллиона потребителей наркотиков возникает. То есть совершенно была бессмысленная с точки зрения общественных интересов работа. И не только бессмысленная, но вредная. Да, спасибо, Лев. Больше всего по срокам сидят за наркотики. Зачастую больше, чем за убийство. Да. Целиком и полностью согласна с Львом Левинсоном.
Ну и еще, помимо того, что нужно было подсобрать МВД в качестве какой-то все-таки, чтобы солидной структуры сохранялась, все-таки ФСКН, конечно, абсолютно бессмысленное было ведомство. И беспомощное, бы сказал, были там, и непрофессиональное. Да, бездарное, и при этом дорогостоящее. Да, Поэтому, конечно, да, это нет. Это... И все равно ведь даже при наличии вот ФСКН очень много антинаркотических дел вели полицейские обычные. То есть делалось руками. Вот, да, это же сказать, такая да. выгодная вещь. Александру Рыклину. Александр, как вы считаете, вот это единственный плюс, может быть, этой реформы, что ФСКН вот так практически уничтожили эту удавку такую на шее вообще гражданского Ну, общества? знаете, давайте дождемся, как в этой новой конфигурации будет осуществляться правоприменительная практика. Я в этом смысле, к сожалению, оптимистом не являюсь. Я думаю, что наркотиками будут заниматься те же самые люди, которые занимались до сих пор. Ну, с точки зрения бюрократических, да, возможно, коллеги правы, и все это будет полегче, попроще и не столь жестко, как это было до сих пор. Ну, поглядим. Никто там не думал в эти минуты про какую-то либерализацию вот этой сферы. Понятно, что нужно экономить деньги, понятно, что новая структура, там, по-моему, 400 тысяч человек, да, это Нацгвардия заявлена, я уже сейчас... Ну, до 400. До 400 тысяч, да. Ну, ясно, что там этих людей как-то надо будет привечать, нужно будет им чего-нибудь хорошее делать, зарплаты повышать, квартиры давать, офицерам помогать. Там. Ну, это все же денег стоит. А где эти деньги брать? Нынче с деньгами сложно. Потому что из своих офшоров они же не будут оплачивать эти услуги. Хотя это было логично, потому что они же их защищают. Да, как вы думаете, скоро ли обкатают эту Нацгвардию первый раз? Как вы считаете, Валерий Васильевич? Ну, я не думаю, что ее быстро пустят в дело. Вот. Ну, во-первых, выборы. Я думаю, что перед выборами проводить такие какие-то акции устрашающие, это было бы политически, так сказать, глупо. Глупо. Не умно, так скажем. Вот. А потом, действительно, им нужно время. Я все-таки думаю, что Нацгвардия это не просто механическое сложение, СОБР плюс войска МВД плюс ОМОН. Там все-таки будет некоторое... Вот. А вот после выборов, уже к выборам президента, мы почувствуем мощную руку Нацгвардии. Вот тут уже их с ними поработают, их уже обучат. Они же еще будут создавать региональное управление, их же сейчас нет. Вот чего нет, того нет. Естественно, да. Вот, и мы получим, вот после выборов, я думаю, мы получим реальное действие этой Нацгвардии. Ну, вообще говоря, с точки зрения просто вот той реальности, в которой мы сейчас находимся, если упразднены ОМОН и СОБР, СОБР тоже, но и внутренние войска как структуры в МВД, и они, так сказать, создана эта Национальная гвардия, указ-то подписан на его создание, то любая следующая контртеррористическая операция в дагестанском селе или еще где, она уже будет именно, это будет задействование Национальной гвардии. В чистом виде. Просто это будет задействование не соединений, то есть не какой-то ее большой конфигурации, а вот той части, которая будет там дислоцироваться. Я уже говорила, что точки дислокации, они засекречены. Вот. Ну, судя по тому проекту закона, который есть. Может, какая-то форма у них будет особая, как вы считаете? Думаю, что они будут отличаться, конечно, несомненно, будут какие-то знаки различия, вот, и, хорошо, я видел Альфу, они же отличаются. Альфа и вымпела, их никто не трогает, кстати. Нет, вот, кстати. Ну, естественно, зачем? Вот смотрите, все-таки параллельно ФСБ и Нацгвардия, вот меня очень интересует, как они будут жить. Да, это очень интересно. интересует. Я думаю, что тут будет непростая жизнь. Ну, мне кажется, что это примерно будет так же, как ФСБ существовали с МВД, работая по антиэкстремизму и контртеррору.
Но там все-таки было главное ФСБ. Да, или ГРУ с внешней разведкой, помните, всегда тоже они... Вот, ГРУ и внешняя вот это ближе аналогия, да, потому что там они... Не, ну мы просто берем текущий момент, вот МВД и ФСБ, вот они работают по антитеррору и антиэкстремизму. Альфа и Вымпел, они в каких-то очень таких, очень совсем серьезных случаях. Ну да, а такая рутинная уже работа. Альфу и Вымпел я хорошо помню по Буденновству, я видел, как они действовали. Вот, это действительно профессиональные такие структуры. Просто их мало. Да. Вот, но их мало, это мало. правда. Их мало, но... А вот этого много. И ОМОН есть в каждом регионе фактически. Давайте Александру Рыкину. Александр, как вы считаете, будет ли конкуренция между Альфой, Вымпелом и Нацгвардией? Ну, я бы тут не забывал еще про одну важную силовую структуру под названием Федеральная служба охраны, которая, собственно, по своей численности вряд ли уступает всей этой национальной гвардии, да. Вот меня как раз интересует конкуренция будущая между этими двумя ведомствами, прежде всего. Но также давайте не забывать, тут я не совсем соглашусь с коллегами по поводу применения этой новой Нацгвардии. Мне кажется, что вообще-то это же будет ситуативная история. Ну вот, говорят, что до выборов не будут использовать. Ну а почему, собственно, если вдруг 100 тысяч человек выйдут на улицы перед выборами, то и будут использовать. А зачем они еще нужны? Что, их столицу будут? Они ни зачем больше не нужны. Они выйдут, так и потом не будут использовать. Вряд ли просто Нацгвардия выйдет на улицу и начнет метелить подряд граждан просто по Тверской. Ну, как-то я сомневаюсь в этом. А вот если действительно начнутся массовые выступления, это другое дело. И в какой бы момент они ни начались, эта Нацгвардия будет немедленно задействована. Немедленно. Иначе Золотову этому грош цена. Он больше ни для чего не нужен. Вот это тоже нужно понимать. Он больше совершенно ни для чего не нужен. Только для этого. Только для этого. Он должен обеспечить решительность своих кадров. Вот чтобы в какие-то важные моменты эти все генералы, полковники и дальше по этой лестнице, они не сдрейфили, не испугались, не сдали назад, а выполняли то, за что им платят деньги. Подавление народных возмущений, подавление мирного протеста. Больше ни зачем они не нужны. Спасибо, Александр. Вы как считаете? Конечно, но это же абсолютно понятно. Другое дело, что чем это отличается от уже той текущей ситуации, в которой мы находимся. Вот вопрос же был, что изменится. Вот в этом смысле ничего не изменится. Вот как ОМОН подавлял мирный протест, так и он и будет продолжать это делать. Ну, я говорю, болотное дело показало, что там нет четкости и стройности в рядах. А вот это посмотрим. Здесь не будет. Вот это посмотрим. Когда ОМОНовцу надо не спецсредством орудовать, разгоняя массовый протест, а выступать в суде свидетелем, то он будет выступать примерно так же. Потому что он совсем для другого сделан. Он не сможет более профессионально в суде работать. Либо они там, я не знаю, как это вообще из области... Мы в ближайшее самое время это увидим, пока вот такую перетряску, что ли, силовых структур устроил президент Путин. И для чего это сделано, мы сегодня обсудили в нашем прямом эфире. Большое спасибо всем его участникам. И надеемся, что не будет кровопролития на улицах. Будем надеяться. Российских городов. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Дмитрий Новиков.